Уйгурская императрица Такус Хатун и ее дочь Кокиджин. Кто на самом деле правил Монгольской империей? Уйгурская принцесса Такус Хатун была невероятно могущественной и влиятельной фигурой, стала настоящей королевой-матерью Монгольской империи. Такус Хатун этнически происходила из знатного кираитского рода, внучка Тагрула, брата по кровной клятве Ясугея, отца Чингисхана. Когда Чингисхан разгромил кираитов, он подарил ее, еще ребенком, уйгурскому правителю Идикуту Барчуку, которого называл своим пятым сыном. Идикут Барчук воспитал ее как родную дочь, как уйгурскую принцессу. Ей дали уйгурское имя Такус, классическое уйгурское воспитание и образование, языки, письменность, литература и философия. Такус Хатун, как и уйгуры того времени, стала пламенной приверженкой несторианского христианства. Как уйгурскую принцессу ее выдали в жены младшему сыну Чингисхана Талую. Выдача уйгурской принцессы за сына великого хана была высшей почестью и знаком исключительной роли уйгуров. Этот брак был ярким примером политического союза, скреплявшего отношения между Монгольской империей и уйгурским идикутством, подчеркивавшим особый статус Уйгурии как старшего союзника. Позже Талу имел еще несколько жен, но Такус Хатун стала одной из его главных жен, наряду с Сархахтани Беки, матерью Мунке, Хубилая, Хулагуэ Арик-Буги. Как ревностная несторианка, Такус Хатун активно покровительствовала христианам в Монгольской империи. Она финансировала строительство церквей, поддерживала христианских священников и купцов, и была защитницей христианской общины при дворе. Ее шатер имел крест и служил местом для богослужений. После смерти Талуя в 1232 году она была выдана замуж за Хулагу, в ливератном браке. По монгольскому обычаю ливерата после смерти мужа младшие жены переходили к сыновьям от старшей жены. Такус Хатун стала главной женой Хулагу, сына Талуя. Это был не просто брак, это был союз, дававший Хулагу доступ к уйгурским административным ресурсам. Она была не просто женой, а ближайшей советницей Хулагу во всех делах. Ее мнение имело огромный вес. Такус Хатун использовала свое огромное влияние для защиты христиан. Именно она остановила резню христиан, армян, грузин, ассирийцев во время походов Хулагу на Багдад и Сирию. Армянские историки Киракос Ганцзакидзе, Вардан Аревелдзе описывают ее как спасительницу христиан. Она финансировала возведение и восстановление церквей по всей империи, лоббировала назначение уйгур несториан на административные посты. Ее личный духовник, несторианский католикос уйгур Марк Ебалаха III, был главной фигурой Церкви Востока. Ее уйгурское воспитание и христианская вера делали ее идеальным посредником между монголами и покоренными христианскими народами Кавказа и Ближнего Востока, а также с уйгурскими общинами по всему Шелковому пути. После смерти Хулагу в 1265 году Такус Хатун стала регентом Ильханата, полновластной правительницей государства. Это было невероятно для женщины в Монгольской империи. Она единолично управляла империей, вела дипломатическую переписку. Например, с Папой Римским, королем Франции Людовиком IX. Управляла казной и назначала высших чиновников. Когда войска хана Берке Золотой Орды вторглись в Ильханат, именно Такус Хатун организовала оборону столицы Тебриза, мобилизовала войска и держала оборону до возвращения сына Абаки с основной армией. Источники подчеркивают ее личную храбрость и решимость уйгурской воительницы. Она умерла в 1265 году, не дожив до возвращения сына Абака. Такус Хатун стала символом не только уйгурского влияния в Монгольской империи, но и на ее саму, выращенную уйгурами. Показательна ее вражда с киреиткой Йылдус Миш, которая опиралась на киреитов, а Такус Хатун на уйгуров, несторианскую церковь и монгольских военачальников дома Талуя. Ирония судьбы: Такус Хатун, будучи кирейткой по крови, но воспитанная уйгурами, считала себя 100% уйгуркой, окружила себя уйгурами и без колебаний уничтожила кирейтку Йылдус Миш. Она осталась в памяти христиан Востока как величайшая защитница и покровительница. Ее упоминают с огромным почтением армянские, сирийские и несторианские христиане. Армянский историк Киракос писал: «Уйгурская царица спасла нас, христиан. Но главное ее наследие – это ее дочь Кокиджин, которая продолжит дело матери, но уже в империи Юань, выйдет замуж за Чинкима, сына Хубилая, и станет фактически правительницей Монгольской империи». Кокиджин выросла при дворе могущественной женщины, наблюдая, как мать сочетает веру, политику, дипломатию и даже военное руководство. Такус Хатун показала, что уйгурская женщина-христианка может достичь вершины власти в Монгольской империи. Этот пример, несомненно, повлиял на Кокиджин. Но это уже другая история.